Очередное утро, а это значит, что на канале «Аспекты Башкортостан» выходит утренняя информационно-аналитическая программа «Аспекты Республики». И у микрофона я, Руслан Валиев. В Башкортостане 9 часов утра, среда, 19 июня 2024 года. Я это всякий раз повторяю, называю сегодняшнюю дату, так на всякий случай, чтобы в многообразии записи этих эфиров на нашем канале легче было ориентироваться, особенно когда-то в будущем, когда, может быть, по каким-то причинам нужно будет возвращаться к архивным записям для того, чтобы какие-то вещи сравнить, проанализировать и прочее, прочее. Вас, дорогие друзья, я сердечно приветствую не только сейчас в процессе нашего общения в прямом эфире, но и после, когда вы уже смотрите в записи нашу программу. Поэтому всячески призываю участвовать в дискуссии с помощью комментариев. Я стараюсь прочитывать все те, которые появляются в том числе и после окончания прямого эфира, вне зависимости от их содержания и характера подачи. Надо сказать, некоторые пользователи усердно сами себя, даже, может быть, в некотором смысле мучают, анализируя буквально каждое сказанное слово и пытаясь укольнуть этими сказанными словами, предъявив их в качестве неких претензий и упаковав, скажем так, в такую стезю, что я во всем не прав. Ну что ж, всем мил не будешь, и нет такой задачи, тем более, что мы здесь стараемся говорить правду. Правда, она, мягко говоря, не устраивает очень многих, особенно в такие дни, скажем так, в такие года и периоды, в которых мы сейчас все пребываем и находимся. Лайки традиционные, конечно же, ждем. Помощь каналу «Аспекты» приветствуем с помощью сервисов Boosty и Donation Alerts, ссылки на которые найдутся в описании к данной трансляции. Кстати, в этом же описании множество ссылок, по которым хотя бы раз каждый подписчик YouTube-канала должен пройти, я считаю, для того, чтобы подписаться на наши ресурсы в других доступных лично вам социальных сетях, в зависимости от того, где вы находитесь и каким способом соединения с интернетом пользуетесь. Также, возможно, вам интересны какие-то личные каналы, например, мои, это Telegram, это YouTube. Все это в описании есть. Поэтому, как обычно, на протяжении последних 2 недель я с вами по утрам, можно, соответственно, начинать. Доброго утра, Рите Пьеро, наша первая сегодняшняя гостья в чате. Делайте, как она, присоединяйтесь к разговору. Вот. Так, ну, к новостям, как говорится, что у нас сегодня заготовлено. Ну, опять же, радостного, наверное, немного, хотя найдется. И вот буквально сходу из огня да в полымя. Вернувшийся с СВО боец из Башкирии показал, как убивал бывшую жену. Видео о происшествии, точнее о том, как он об этом рассказывал, публикует портал Уфа-1. И дальше цитата. 33-летний житель села Чекмагуша и его 25-летняя бывшая жена давно разошлись, но продолжали ссориться из-за детей. В сентябре 22 года мужчина уехал на СВО по частичной мобилизации. Во время службы он часто звонил матери их общих детей и говорил, что как вернется, то заберет их себе. По версии следствия, 9 июня пара вновь встретилась. Они сидели в машине мужчины, где в ходе разговора снова поругались. В этот раз конфликт дошел до драки, о которой рассказал сам обвиняемый. Интересно, каким образом такого рода деятель оказался дома, ведь частично мобилизованных не отпускают. Ну, давайте предположим, что этот человек был в отпуске. Я сначала сильно не ударял, раз-два по затылку она хотела сдачи мне дать, но не смогла. Потом я начал ударять сильно. Значит, при этом он показывает на ролике все, что он делал. Он показал, что когда девушка попыталась на него наброситься, он увернулся и снова начал ее бить. Затем они снова ругались, и обвиняемый опять стал избивать бывшую жену. Он остановился, когда у девушки пошла кровь из носа. В этот момент мужчина дал ей салфетку, чтобы она вытерлась. Ой, после всяких вот этих вот
препирательств они якобы оба уснули и просидели в машине до утра. В какой момент Динара скончалась, пока неизвестно. По версии следствия, вскоре обвиняемый заметил, что 25-летняя девушка не подает признаков жизни. Как только это случилось, он сам позвонил в экстренные службы, но к тому времени его бывшая жена и мать двоих детей скончалась. Я уже не знаю вообще, с каким тоном подавать такие новости, но вот это то, с чем наша нынешняя действительность сопряжена и будет еще сопряжена все больше и больше, к большому и печальному сожалению. В общем, так. И еще из криминальной хроники, да, прежде чем перейти к таким, знаете, основополагающим, жизнеутверждающим и, может быть, противоположным этому понятию новостям, немножко о криминале. Как жил в Европе обвиняемый в шпионаже уроженец Башкортостана, пишет то же самое издание УФА-1. Что за история, довольно-таки неожиданная, на мой взгляд, происходит. В столице Словении Любляне, я напомню, Словения – это не Словакия, Словения – это часть бывшей Югославии. Так вот, там вот-вот начнутся закрытые суды над обвиняемой в шпионаже супружеской парой из Аргентины, которых власти считают глубоко законспирированными сотрудниками службы внешней разведки России, один из которых уроженец Башкортостана. Вот какая связь. Об этом написало ни много ни мало издание Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. Газета подробно рассказала о том, как они жили в Словении. Супруги прибыли в страну под именами Людвиг Гиш и Мария Майер-Муньес. На самом деле, пишет издание, первого звали Артем Викторович Дульцев, он из Башкортостана и элитный офицер службы внешней разведки. Роль Марии исполняла Анна Дульцева, более высокопоставленный офицер даже, из Нижнего Новгорода, он как. Гиш въехал в страну по туристической визе из Уругвая в 2012 году. Майер Муньес позднее прибыла из Мексики. Пара жила в доме на улице такой-то, в квартире для среднего класса, ездила на белый Kia Ceed. Соседи описывали их как нормальных и тихих. Супруги свободно говорили на английском, немецком и испанском языках. Их сын и дочь посещали языковые курсы в местной школе. Глава семьи создал компании в сфере IT, а Майер Муньес в сфере искусства. В частности, она руководила онлайн-галереей. Обнаружилось, что Гиш и Майер Муньес соврали о своем прошлом. В конце 2022 года их арестовали. На компьютерах супругов нашли защищенные программы для связи с Москвой, которые были настолько зашифрованы, что их не смогли взломать ни словенские, ни американские специалисты. Вон как. В холодильнике в доме семейной пары спецслужбы нашли потайное отделение, в котором предполагаемые шпионы хранили сотни тысяч евро новыми банкнотами. Живут же люди. Разведка, как пишет издание, установила, что Дульцевы встречались с источниками в Европе, а свои компании использовали как прикрытие для получения денег от кураторов. Словению предполагаемые шпионы выбрали из-за безвизового доступа в соседние страны, указывает газета. Сейчас оба находятся под арестом. Дети переданы приемной семье, но имеют возможность посещать родителей. Тут еще есть кое-какие подробности, но давайте мы на них останавливаться не будем. История, опять же, она Башкортостана касается очень по касательной, мы это видим, но она, в общем, касается, в принципе, международных отношений, как говорится, в чем-то даже вот вашего покорного слуги подобные вещи могут касаться. Но, мягко говоря, наблюдая за этими вещами, иной раз становится немножечко, или даже не немножечко, а и печально, и тревожно от того, насколько подобного рода деятели, мягко говоря, распоясались. А вот такого рода информация, конечно, местами, но она на то и очень редкая, чтобы не сильно обнадеживать, скажем так. Вот. Ой. Тем временем наши зрители присоединяются к разговору и желают доброго утра. Традиционный поклон и спасибо Розалии за ее отзыв. Зуля пишет, что очень жаль о том, что такие новости, как убийство, будут все больше и больше.
знаете, я не уверен, кстати, что именно новости будут. Когда их станет совсем много, скорее всего, включат максимально возможную цензуру. Но сами события, к большому сожалению, конечно же, будут происходить все чаще и чаще. Все в более изощренной форме, поскольку часто мы имеем дело с людьми, в том числе, мягко говоря, рецидивистами, да, отсидевшими длинные сроки или осужденными на длительные сроки, но освобожденными для заключения контракта. Понятно, что эта новость касается предыдущего текста, о котором мы говорили, касательно убийства в Чекмагушевском районе. Ну а пока идем дальше и смотрим на то, как энергетики республики отчитались таки о происшествии выходных дней на Кармановской ГРЭС. Значит, подробности они тут рассказали, из-за чего в итоге в Нефтекамске и Агиделе полностью был отключен свет и даже водоснабжение временно прекращено. Оказывается, в одну из установок молния ударила аж 4 раза. Тем самым повредила один трансформатор напряжения и разъединитель. В результате отключились находившиеся в работе энергоблоки 3, 4 и 5. В компании сообщили, значит, что персонал электростанции оперативно устранил последствия инцидента, провел диагностику и проверил работоспособность. Ну, в общем, дальше формальности и объяснение того, что на самом деле никто ни в чем не виноват, во всем виновата молния. И теперь жители, соответственно, пользуются всеми услугами в полном объеме. Я почему эту новость сегодня подхватил вновь? Поскольку это продолжение вчерашнего разговора, в котором я задавался вопросом, а были ли установлены необходимые в таких ситуациях системы защиты, в том числе от ударов молний. И вот здесь в официальном комментарии представителей компании почему-то я не нашел никаких упоминаний об этих системах. Вот ударило и ударило, причем 4 раза. Ай-яй-яй, пожалейте нас. Хочется сделать вывод из вот этих вот слов. Ну вот, опять же, не хочется сказать, что это все прямо вот пиши пропало и ужас, 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 но, опять же, такая, знаете ли, немножечко показательная история о том, как мы с вами живем. Так, лучше жесткие новости в онлайн, чем офлайн. Ольга Журавлева пишет, и я не могу с ней не согласиться. Да, пусть эти новости обсуждаются, но никак не касаются нас с вами хотя бы, да, в этом смысле. Хотя, конечно, если быть последовательным и справедливым, то, наверное, все-таки нужно желать добра всем вокруг. И, в общем, я склонен именно такую точку зрения исповедовать. Даже несмотря на то, что я понимаю процессы, скажем так, происходящие с сознанием вот этого самого большинства, которое вокруг окружает нас с вами. Так, идем к серьезным теперь вещам. Оперативное совещание состоялось вчера, во вторник, поскольку понедельник был выходным, и кое-какие важные вещи там прозвучали. И не только там. Ради Хабиров дал интервью изданию «Ведомости», в котором озвучил некоторые мысли по важным в республике событиям. Так вот, упомянул журналист издания о баймакских событиях. Нас с вами, опять же, в парадигме нашей программы это касается наиболее глубоко. Так вот, он рассказал о жестких мерах, которые применялись во время январских событий в Баймаке. Кроме того, он признался, что в тех событиях была и его вина. Давайте посмотрим поподробнее. По словам главы республики, в январе 2024 года правительство Башкирии закончило 30-летние попытки шантажа властей националистическими структурами. А теперь прямая цитата. «Закончилась история того, что называлось Союзом башкирской молодежи, который потом превратился в Кукбюре, а затем в Башкорт. Все это закончилось. Башкорт был признан экстремистской организацией». Ну, в общем, так оно и есть. Официально судом Верховным в Башкортостане он и так и был признан. Но
А дальше Хабиров рассказал, что за нарушение уголовного законодательства и попытки разрушить государство изнутри людей начали привлекать к ответственности. Глава Башкирии признался, что пришлось применить жесткие меры, так как нормального диалога с участниками схода не получилось. Хотя предложений к диалогу было много, и в свое время диалог был. Вот это прям очень интересно. Кто, интересно, пытался и в каком виде устраивать диалог с собравшимися в Баймаке, ну, например, первый день, в 15 января или 17. Даже какой-нибудь захудалый зам главы городской администрации к людям не вышел. И про свое время, когда был диалог, что говорит Хабиров. За годы его работы ни одной попытки с их стороны услышать противоположную сторону не было. Достаточно вспомнить вынос за руки и за ноги со Всемирного Курултая Башкир в июне 2019 аж года активистов Башкорта, которые, надо сказать, были на этом Курултае совершенно легитимными участниками, поскольку их избрали туда делегатами жители отдельных районов. То есть здесь, по сути дела, идет манипуляция и, мягко говоря, неправда. Также он отметил, что его вина в том, что простым людям, которые пришли на эти мероприятия, ничего не объяснили. Мы должным образом в информационном поле не разоблачали этих людей. Ага, оказывается, вот это нужно было объяснять, да? Извините. Не объяснили, что это предатели башкирского народа. Ой, как мы любим ярлыки развешивать. Предатели страны. Или они под личиной экологических защитников выдумывали несправедливости по отношению к нации. Всего этого больше не будет. Если это будет, то власть будет действовать так же. Глава республики заявил, что на данный момент в Башкирии нет никаких серьезных протестных настроений. Добавил он к тем словам, что выше мы процитировали. Но я думаю, что тут и без моих подсказок вы отреагируете на услышанное, а может быть прочитанное ранее должным образом. Ой, что тут к этому добавишь? Понятно, что он гнет, мягко говоря, свою линию. В этом смысле отступать, наверное, не будет. И нет смысла этого ожидать от него. Во многом вот сейчас в этих словах, опять же, если они переданы точно и дословно, он, скажем так, сосредотачивает всю ответственность за происходящее на себе, хотя, опять же, подавление и дальнейшие последствия в виде более чем 80 уголовных дел, на мой взгляд, это все-таки прерогатива федерального центра. Так вот, он сейчас здесь, судя по всему, пытается, как говорится, сосредоточить весь негатив на себе, чтобы, не дай бог, часть людей, думающих и анализирующих, не обратили свой гнев выше. Такова уж роль нынешних местоблюстителей, которых можно называть как угодно, губернаторами, главами. Их роль – быть мальчиками для битья во всех ситуациях, когда федеральная центральная власть делает что-то не так. В случае с национальными республиками она очень часто делает и еще больше будет делать что-то не так. Поэтому, мне кажется, функцию, скажем так, губернатора каждому из них, и нашему в частности, очень доходчиво объяснили, как нужно им себя вести публично, особенно комментируя какие-то неприятные моменты. Вот. Что касается, если разбирать, скажем, не посыл конкретный, который Хабиров здесь озвучивает, а содержание его речей, то, конечно же, тут стоит напомнить о том, как он сам, будучи руководителем администрации президента Рахимова, курировал и отвечал за поддержку, что ли, за развитие национальных молодежных движений, которые он, в частности, тут и сам упомянул. Для чего они были созданы, как они функционировали и так далее, и так далее. Вообще, к концу рахимовской эпохи существование националистических молодежных формирований преподносилось как некий, знаете ли, силовой блок республиканской власти, который в случае чего может и защитить ее от
Кремля, которых захотел бы или захочет посягнуть на эту самую республиканскую власть. Вспомним события июля 2010 года, когда Рахимова отправляли в отставку. Все предыдущие годы, по большому счету, функционал и последствия деятельности этих организаций, они были больше позитивными, чем негативными. Да и в этом, кстати говоря, эпизоде, когда я вспоминаю 10-й год, июль, если уже с нынешней колокольни рассуждать, с точки зрения антиколониальной точки зрения рассуждать, скорее все-таки роль их была позитивной, нежели негативной. Вот. И сами они тогда, понимая важность сохранения собственной власти, важность использования для этого каких-то инструментов, все это дело поддерживали. Но когда лишились всяческих полномочий реальных, конечно же, они, опять же, в общем и целом, губернаторы и Хабиров в частности, вынуждены говорить, что ой-ой-ой, это все не мы, а если и мы, то мы передумали и теперь больше никого такого поддерживать не будем. Безусловно, в национальной республике такого рода движения имеют право на жизнь для того, чтобы как раз-таки заострять проблемы национального самосохранения, сохранения идентичности. И дальше уже по списку сами можете продолжить языка, культуры, там, литературы и прочее, прочее. Хотя это все, в общем, можно включить в единое понятие культуры. Так. Так. Да, все умные, думающие, имеющие свое мнение, признаются иноагентами, экстремистами и предателями, пишет Роман Зо, наш зритель в чате. Ой, посмотрите фильм про Рамзана Кадырова, 2,5 часа ужасов, и это Россия, пишет Зуля. Я вот, кстати, конечно же, читал выдержки об этом фильме, но смотреть вот пока сил моральных найти в себе не могу, хотя в общем-то, и подозревал, и понимал, и представлял, что из себя представляет власть в отдельно взятом субъекте, пока еще формально или официально называемым субъектом Российской Федерации. Полнейшее, разумеется, беззаконие, полнейший беспредел, средневековье в худших его проявлениях. Мне кажется, даже средневековая Европа не выглядела такой ужасающей в своей изощренной жестокости, как выглядит и все эти годы выглядел режим Кадырова в Чеченской Республике. Да, но вообще рекомендую, присоединяюсь к рекомендациям о том, что это нужно посмотреть и, в общем, сделать вывод, какая модель на сегодняшний день является предпочтительной для всей страны в целом, учитывая то, как Кремлем полностью всецело поддерживаются любые выходки, которые совершались и совершаются в Чечне под руководством этого, с позволения сказать, хана, падишаха, если хотите. Вот. Кстати, я прекрасно помню, вообще и сталкивался, и сталкиваюсь с тем, как все-таки понимают многие сторонники Кремля, что в Чечне не все, слава богу. Но всячески стараются не замечать эту проблему. И когда ты говоришь им, ну вот посмотри, пожалуйста, ну вот это же просто не укладывается ни в какие рамки, и это все допускается теми людьми, кого ты поддерживаешь, они начинают оправдывать. Ну, ты не понимаешь, иначе невозможно, это вот такая вот земля. Но я эти аргументы, конечно же, ни в коем случае не принимаю. Вообще с годами пришло понимание, что проблему дудаевцев еще в середине 90-х нужно было решать совершенно иначе. Вот. И если она не была разрешима с точки зрения сохранения республики в составе страны, нужно было идти путем реальной федерализации, а то и дальше. И это не привело бы ни к каким далеко идущим последствиям, как нам это преподносили. Уйдет Чечня, развалится страна. Кстати, мы не знаем вообще на сегодняшний день, какой сценарий был бы наиболее предпочтительным в этом смысле. Вот. Таким образом, Хабиров в очередной раз напомнил зачем-то, в том числе, наверное, в данном случае он, кстати говоря, общался не с людьми, но кто у нас ведомости читает? Это, опять же, какие-то отдельные деятели, связанные там с политологией и прочее. Скорее, это интервью и этот посыл был направлен в ту же самую
администрацию президента России на Старую площадь, показать: смотрите, вот я тут держу ситуацию под контролем и всех собак, как говорится, ловлю на себе, а вы не беспокойтесь, с вашим рейтингом все будет в порядке. То, о чем я выше говорил. Также в этом интервью Хабиров рассказал, что нормально относится к задержаниям чиновников. По словам главы республики, он нормально относится к тому, что некоторые чиновники совершают преступления, так как люди бывают разные и могут совершать коррупционные преступления, пишут пруфы. Хабиров отметил, что он не может проникать в душу человека при приеме на работу или позже, а его задача – выбирать достойных людей в команду. Но где-то мы ошибаемся, говорит он. Сложно оценивать уровень коррупции. Но в целом, наверное, он сейчас снижается. У нас есть законодательство, есть меры борьбы с такими преступлениями. Знаете, мы с вами не знали, что у нас есть законодательство и меры борьбы. Во время интервью вспомнили Елену Прочаковскую, которая была задержана в Красногорске и уже осуждена на условный срок, я напомню. Хабиров признался, что его критиковали за то, что он не увольняет чиновников сразу после задержания. Он заявил, что если есть коррупционная составляющая, то чиновник будет сразу уволен. В ином случае в правительстве ждут решения суда. По Прочаковской решение суда есть, признал таки он. Это печально и плохо. Люди ошибаются, но это не дает нам права их уничтожать. Это намек на что, интересно? На то, что она неофициально теперь может продолжать выполнять свои функции. Мы же не будем ее уничтожать, да? Также Хабиров заявил, что его команда справилась со всеми серьезными вызовами. Некоторых руководителей мне даже жалко, потому что идет постоянное повышение градуса давления и постановка все новых и новых задач. Постоянное повышение градуса давления, новые задачи могут людей сломать, кто-то не выдерживает. Но в целом моя управленческая команда слаженно, организованно и дерзко со многими задачами справляется, считает он. Ну а вам, как говорится, судить уже, насколько это правда. Ой. Власть должна бояться народ, но у нас народ боится власть, пишет Зуля. Конечно, вот эта вот парадигма о сакральности власти, о том, что она от Бога, и о том, что нельзя ее менять и даже осуждать, используется нашей властью федеральной периодически в историческом масштабе в тех периодах, когда ей хочется сохранить саму себя, вот эту самую власть у своих ног. Некоторые исторические попытки немножечко повернуться лицом к людям и дать им возможность воспользоваться своими правами, как правило, к сожалению, заканчивалось реинкарнацией, да, реставрацией, как это историки называют, вот того, о чем мы говорим, властей авторитарно-тоталитарно настроенных. И им, как правило, во все исторические периоды аналогичные подыгрывали придворные типа специалисты, политологи, всякого рода философы и мыслители, которые вот эту вот идею очень популярно со всех источников до народа доносили и продолжают доносить. Власть от Бога, она сакральна, трогать ее нельзя. Да, может быть, есть в мире места, где это не так, но вот у нас такая уж страна, такой уж у нее уклад, такова судьба. Да, некоторые депутаты и деятели Z-пропаганды умудряются даже пересказывать буквально слово в слово лозунги нацистской Германии, перекладывая их на сегодняшнюю страну. Такого рода, как одна страна, один президент там, и прочее, прочее. Да? То есть загуглите, кто не слышал эту фразу в оригинале. Ой, ну, конечно, мы с вами здесь думаем иначе, поэтому как раз-таки встречаемся для того, чтобы обсуждать события и новости со своей точки зрения. К другим новостям. Мэрия Уфы, которая всячески старается подготовить якобы город к пышному празднованию 450-летия, намерена восстановить юбилейную куницу за счет сломавшего ее водителя. Значит, на днях ДТП случилось под утро. Пьяный водитель сбил арт-объект на пересечении Пушкина и Ленина, который по задумке мэрии должен был служить местом для фотографирования уфимцев и гостей города.
традиционно изваяли из каких-то хрупких довольно материалов куницу, которая считается символом города. Но и сделали это в очередной раз убого, на мой взгляд. Куница, мягко говоря, страшная. Опять же, я не из тех, кто вот сходу критикует такие вещи, потому что в искусстве не может быть, а точно, мягко говоря, небольшой специалист. Но действительно, вот в последнее время наши деятели из мэрии умудряются поразить воображение даже вот мое, изготавливая прежде всего вот эти вот образы куницы. Одна уродливее другой. И вроде как вот судьба этой самой куницы разрешилась совершенно неожиданным образом, ее уничтожил нерадивый водитель, но нет. Городские власти намерены запросить в управление ГАИ информацию о виновнике. После сбора всей документации, в том числе после оценки ущерба, будет подан иск в суд о возмещении причиненного ущерба городскому имуществу в установленном законом порядке, добавили в мэрии. В фигуру куницы врезался автомобиль «Джили», напоминает коммерсант, водитель которого был пьян и не справился с управлением. Машина выехала на пешеходную часть аллеи Артерия на улице Ленина, влетела в фотозону, установленную к 450-летию Уфы. Вот. Почему в Уфе цены московские, а зарплаты нищенские? Мужики вынуждены ехать на севера и на СВО, так называемые, чтобы заработать. Хороший риторический вопрос. Действительно, цены абсолютно московские. Даже аренда недвижимости во многих местах сравнялась. Я уже не говорю про цены в магазинах на товары народного потребления и продукты. Все это практически одно и то же. Или даже одно и то же. Вот. Знаете, условно в Москве будет дороже стоить, может быть, какой-то нишевый продукт. Знаете, деликатесный козылык какой-нибудь, который даже живя в Уфе и Башкортостане, люди не каждый день покупают, а считают совершенно справедливо продуктами отдельных периодов, деликатесами. А тогда заработки ниже, цены такие же, и народ деградирует. Мужчины в массовом порядке заключают эти самые контракты несчастные. Я же говорю, пример есть человека, который для того, чтобы решить финансовые проблемы семьи, многодетный отец отправился туда без идеологических соображений. И, мягко говоря, практически невозможно иметь с ним какую-то связь сейчас, по той самой причине, что я прекрасно знаю, по большому счету, то, что он понимает смысл происходящего. Да, конечно же, он не имеет каких-то четких моральных ограничений и этих табу, которыми многие из нас пытаются руководствоваться по жизни. То есть он готов приспосабливаться к ситуации по жизни. Но я не думал, что в этой ситуации он пойдет на такие крайние меры. И сколько у нас таких судеб по республике? Опять же, сходу не скажешь. Но мы знаем, что мы одни из лидеров по количеству заключивших эти контракты и, к сожалению, одни из лидеров по количеству похоронок, которые республика получает буквально в ежедневном формате. Так. Сколько она стоит? Наверное, и в этой жизни не рассчитается, спрашивает наш зритель Блах Сабат по поводу куницы. Да нет, я не думаю, что дорого. Судя по тем материалам и качеству исполнения, как это все у нас реализуется, очень экономят на этом. Я не говорю, что у них денег совсем нет, и они экономят на всем. Нет, наверное, на себе любимых не экономят. Как минимум служебные автомобили, даже у захудалых заместителей главы администрации, как минимум престижные машины бизнес-класса, Toyota Camry, которые, насколько я знаю, на сегодняшний день никто не заменял на отечественные машины. А заместителей там, я не знаю, человек 7. То есть у самих любимых все хорошо. А на такие вещи, да, экономят кругом, поэтому деньги небольшие. Куница похожа на главу, пишет Зуля. В общем, тут можно разные интерпретации приводить. Я вас в этом понимаю. Те же пруфы тему коррупции продолжают, в некотором смысле развивая ту тему, которую Хабиров в интервью «Ведомостям» поднимал. В Минкульте на сей раз, пишет издание, годами использовались мутные схемы и знак вопроса. Так ли это? И тут такой вход, скажем так, в публикацию. Пианистка,
Народная артистка Башкортостана и просто красавица Амина Шафикова возглавила Минкульт Башкирии в далеком 2012 году. Милая, добрая, талантливая министр, на публике всегда улыбчивая и невероятно стильная. Но это лишь внешняя картинка. Ведь, вероятно, счастье Амине обеспечивает не менее обаятельная экс-режиссер Гульнара Юрина, которая владеет фирмами ИП Юрина и Дирекция культурных программ РБ. У ее компании невероятное количество госконтрактов через государственные киностудии, филармонию, концертные залы и другие подведомственные Минкульту организации. Общая сумма под 1 миллиард рублей. И это целые реки денег из бюджета, которые текли через организацию книжной ярмарки Китаб-Байрам, фестов и флешмобов, фольклориады, WorldSkills, Раша и многого другого, что уфимцы запомнят из-за многочисленных пробок, пишет автор. Но и это не все. Есть гипотеза, что ИП Юрина, возможно, не имеет своего оборудования, а арендует его у самого Минкульта, а потом его же издает, но уже по госконтрактам со значительным приплодом. О том, почему Юрину называют кошельком Амины Шафиковой, в нашем расследовании написали журналисты Пруфов. И здесь я не могу не припомнить Шафиковой все-таки буквально вот парочку ключевых эпизодов, которые, мне кажется, сводят на нет все комплименты, которые, возможно, кто-то может озвучить в ее адрес. Это прежде всего история со снятием спектакля «Сказ о Кисябике» в Стерлитамакском драмтеатре. Спектакль якобы бросал тень на федеральную власть, хотя он был историческим и касался, сами знаете, там событий двухвековой давности. И она это дело, мягко говоря, инициировала, судя по всему, и в комментариях в тот момент, это 21 год, если не ошибаюсь, мягко говоря, поддержала снятие спектакля. Плюс снятие с репертуара уже Башкирского театра драмы имени Гафури спектакля по пьесе Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». Якобы из-за того, что авторка этого произведения выступает против СВО, предательницы и так далее, и так далее. При том, что к самой постановке Зулейха открывает глаза вроде как у Минкульта и у Шафиковой лично вопросов никаких не было. То есть конъюнктурщица в чистом виде. То есть говорить о том, что этот человек отвечает за развитие или хотя бы сохранение имеющегося искусства, я не могу никак. То есть вот и все. Остальные вещи, они легко нивелируются вот именно этими фактами. А если еще и вот такая коррупция, о которой пишут наши коллеги, тогда, в общем-то, все понятно. Нам не приходилось, кстати говоря, с ней сталкиваться в формате интервью во времена «Эхо», хотя я всякий раз вспоминаю, кто из нынешних деятелей бывал у нас в эфире, и чаще всего те, кто бывали и легко на это шли, и регулярно шли, они традиционно, вот в моем сознании, не могу с этим ничего поделать, выглядят более привлекательно, выглядят нормальными людьми, со своими тараканами, как говорится, со своими профессиональными особенностями. А те, кто отказывался, обходили нас стороной, они уже априори виноваты, в моем понимании. И вот я не могу сейчас точно вспомнить, по-моему, мне не сильно интересно было Шафикову приглашать, но в процессе вот этих вот событий, о которых я только что вспоминал, наверняка мы ее звали, а раз ее не было, значит не пришла. Вот. Она у нас на Ихе была в проекте Валериана Гагина «Парк искусств», это точно, мы пересекались в студии. Вот. Но интервью, собственно, я у нее не брал, поэтому вот, в общем, отрицание, скажем так, возможных позитивных качеств у меня по отношению к ней больше по объективным причинам. Так, что у нас еще? Кстати, вот в продолжении темы, к сожалению, вот публикации перемешались, должна была быть раньше публикация канала Мэш Баташ. Я, кстати, хочу сообщить, это крупное издание федерального характера, оно пропагандистское, это безусловно, прокремлевское, но, скажем так, с элементами
мастерства профессионального, поэтому особенно на региональном уровне довольно много эксклюзива. Понятно, не политического такого, не глобального, но иногда довольно острого в этом издании можно найти. Так вот, они тут пишут: показываем часть объектов, которые должны были достроить к 450-летию Уфы. И задаются риторическим вопросом: как вы думаете, успеют? В общем, тут целый ряд, оказывается. Я даже как-то забыл, что ли, или представить себе не мог, что так много нам обещали. Значит, Дворец культуры и науки. Помните огромную юрту на южном склоне, которую обсуждали? И он назывался Евразийская библиотека вначале и стоил 4 миллиарда. Из-за массового хейта задумка поменялась, оказывается, на этапе поиска подрядчика. В итоге придумали объект попроще. Оказывается, я даже ничего об этом не слышал, что там уже переиначили концепцию, а придумали объект попроще, но его строить даже не начинали, соответственно. Так, с этим все понятно. Дальше. Международный центр спортивной борьбы, который должен был быть сдан когда? Должен был быть уже, быть готов, сейчас до сих пор не готов. Дальше. Это второй объект. Третий. Центр гребного слалома в Энорсе. Также, соответственно, должен был быть сдан еще этой весной, но пока еще конь не валялся. Сам там канал строится, подъездные пути строятся, а вот именно центр нет. Еще один центр фехтования за 1 миллиард рублей обещали в Затоне к юбилею. Нет. Математический лицей-интернат. Нет. Памятник Салавату Юлаеву за 300 миллионов рублей не могут начать реставрировать, потому что нет этих самых 300 миллионов рублей, представляете? Даже реконструкция улицы Пугачева, так называемые Южные ворота, сдача должна быть 30 июня, вот на днях. Но ВОЗ и ныне там, стоимость 1,7 миллиардов рублей, пишет Мэш Баташ. Обратите внимание, ВОЗ и ныне там — это комментарии вот этих вот прокремлевских, так сказать, журналистов. Дальше. Реставрация Уфимского госцирка даже не началась, а обещали к 450-летию. Более 1 миллиарда рублей должны выделить из федерального бюджета. То есть, вот если реально смотреть на ключевые какие-то вещи, не на куниц пластиковых на улицах, а на такие, знаете, знаковые объекты, которые можно действительно расценить как значимые для города и республики, вообще ничего нет. И в этой связи прям-таки хочется вспомнить и вспоминаются какие-нибудь предыдущие круглые даты. Например, такое же 450-летие, но не Уфы, а добровольного вхождения в состав России. Давайте так сейчас комментировать о том, как на самом деле все было, не будем. Вспомним именно 2007 год, когда при Рахимове все-таки, извините меня, уж как минимум Конгресс-холл с нуля и Уфу-арену с нуля построили и сдали. И это еще не полный список, конечно же. Опять же, выводы делайте сами, хотя, по большому счету, тут они уже сделаны даже не мной, а журналистами Мэша. Гляну, что вы пишете. Здравствуйте, Руслан, задается вопросом Муслим. Как... Ой-ой-ой, картинка начала подвисать, оказывается, да? Давайте мы попробуем освободить, как говорят, оперативную память, чтобы картинка ожила. И давно она такая? Загрузка достигла 60. Так, я надеюсь, что прямо сейчас все будет лучше. Отвечая на вопрос. Как вы думаете, нужно ли сегодня пытаться заниматься политикой? Может, рациональнее дождаться развала системы? На мой взгляд, на сегодняшний день нет никаких возможностей заниматься реальной политикой. Вообще нет. То есть, если называть занятие политикой, будучи встроенным в систему Единой России и так далее, то это не политика, безусловно, да, вы понимаете. То есть, вот прийти в ядро и пойти по этой линии можно, но политика ли это в нашем с вами понимании? Нет, конечно. Поэтому нет, возможности заниматься политикой сейчас нет. Вот нет вообще. Еще до 22 года была. То есть можно было где-то в муниципалитетах становиться депутатами, и многие это делали в той же Москве. А сейчас все эти возможности исчерпаны полностью.
Так, друзья, картинка так себе, конечно, возвращается. Давайте мы еще посмотрим, как можно это дело поправить, хотя у нас совсем мало времени остается в любом случае. О, есть контакт. Дальше. Не надо нам эту юрту на въезде в Уфу. Сколько можно уродовать город? И так везде эти юрты поставили, даже возле музея Ленина. Зачем она там? Разве Ленин в юрте жил? Да, пишет. Безусловно, да. Кстати, некоторые объекты в этом смысле, слава богу, что нет на них там денег или чего. Я как бы критикую их с точки зрения того, что они вот обещают и не делают. С другой стороны, иногда лучше пусть не делают. Нельзя не согласиться с этим. Юрта — это было полное безобразие. Был частный бизнес. Один из учредителей компании «Уфанет» Марат Ахмедшин, у которого пытаются отобрать компанию сейчас, небезызвестный депутат Александр Хинштейн. Так вот, он готов был за собственные деньги построить там прекрасный центр современного искусства с использованием услуг мировых архитекторов. Все было как бы готово, они были готовы приступить к работам, но не дали им и предложили взамен за бюджетный счет построить безобразную юрту. К счастью, уж очень замахнулись они на какие-то высокие бюджеты, но этих бюджетов, к счастью, не оказалось, и вот мы эту юрту не имеем. Это, как знаете, многие города в стране сохранили свою историческую идентичность, свое историческое наследие в плане архитектуры не потому, что там были какие-то классные руководители, которые были за сохранение, а часто потому, что экономика была не очень. Ну вот, например, я не знаю, там тот же Оренбург, неподалеку от нас, он в целом исторический центр сохранил, потому что в городе и в области было поменьше денег, чем, скажем, у нас. И в 90-е, в нулевые, когда все было принято сносить, там не на что было это делать. И вот сейчас Уфу мы сберегаем, потому что у кого-то нет денег на эту безобразную юрту. Так. А та юрта, что стоит у Ленина, 2 года стоит закрытая. Только деньги зря потратили. Ага. А возле музея Ленина. Это не возле памятника, да? Вот даже не знаю, о чем речь. То ли это было уже после меня, не застал. Ну вот, что на тему культуры говорит пропаганда. Башинформ пишет. В юбилей Уфы пройдут концерт звезд российской эстрады. И как вы думаете, что? Конечно же, закладка новой капсулы времени. Понравилось им. Мне кажется, на этот раз в капсуле еще более бредовые тексты будут, чем нежели те, которые оставили наши предки в 1974 году. Тогда хоть, знаете ли, была руководящая роль партии, идеология официальная была, и как-то ожидать можно было того, чего они там понаписали для нас. Ну а сейчас это будет просто мрак. Так вот, что тут обещают? Тут целая программа, короче говоря, на сайте Башинформа. Почему-то довольно рано, то есть в конце августа планируется этот самый юбилей. Еще 100 раз, наверное, все поменяют. Да, конкретно дата, 31 число стоит. Ладно, не буду перечислять, тут много чего, кому надо, найдут. Ничего выдающегося, конечно, и реально интересного там нет. Пляски, танцы, шманцы. Ну и под занавес обращу внимание ваше на большое душевное интервью супруга осужденной на 9,5 лет Лилии Чанышевой, которая у нас в реестре террористов и экстремистов. Алмаз Гатин показывает всей своей жизнью последних уже 2 с лишним лет пример верности, любви, самоотверженности, самоотдачи, всего, чего хотите. Тут можно продолжить этот список и регулярно, и хорошо, и эффективно, надо сказать, старается привлечь внимание к судьбе своей жены. Прекрасный пример, как я уже сказал, всех вот этих вот правильных черт и хороших человеческих качеств. Вышло очередное интервью в издании «Иностранном агенте» под названием «Холод», и рекомендую его, опять же, для того, чтобы поднять где-то дух моральный, даже если кажется, что все очень плохо. «Хочу быть рядом с любимой, с этой сильной женщиной», одна из цитат этого интервью. Тут я, понятно, сейчас все зачитывать вам не буду, вы сами это можете сделать.
Рассказывает он свою историю, как он сделал ей предложение прямо в спецприемнике. Уже тогда были задержания в относительно благоприятные времена. После свадьбы мы смогли провести вместе меньше 7 месяцев. Я потратил все сбережения, рассказывает он. Постоянно думаю о ней. И, значит, текст интервью завершается следующим. Мне плохо и одиноко без жены. Как я справляюсь? Медитирую, общаюсь с родителями Лилии, помогаю своей маме. Недавно я начал заниматься земельным участком, который достался мне от отца. Привожу его в порядок, сажаю деревья. Земля всегда благодарна за внимание к ней. Кто-то уходит в книги, но у меня не получается. Мои мысли всегда заняты Лилией. Постоянно думаю о ней и о том, что мы могли бы жить вместе, если бы ее у меня не забрали. Недавно Лилия написала письмо с просьбой о помиловании на имя президента. В нем говорится, что в апреле 2021 года Лилия добровольно прекратила участие и руководство организации, признанной в августе 2021 года экстремистской. Я надеюсь, что ее освободят, и наша мечта о рождении ребенка осуществится. Сказал он в интервью, и я еще раз обращаю ваше внимание, что оно вышло на сайте издания иностранного агента, что уж там надо сказать, нормальные тексты, где еще могут выйти, да, под названием «Холод». Поэтому почитайте, посмотрите, ознакомьтесь. Алмаз молодец, сильный, надежный, пишет Зуля. Ну вот, да, мы здесь с вами одинаково эту ситуацию оцениваем. Мы с ним периодически бываем на связи. В общем, я со своей стороны, конечно же, всячески, скажем так, всех вас, в том числе, агитирую в случае, если все-таки ее история, ее прошение о помиловании будет рассматриваться, ему будет дан ход, как говорится, встать в ряд тех, кто напишет или подпишет ходатайство об этом. Это может иметь эффект. Конечно, нет большой уверенности, но давайте пытаться делать то, что возможно. То есть будет ли это ходатайство какое-то, ходатайство уж простите, да, будет ли это там поручительство, я пока не знаю, это юристы выйдут, как говорится, в моменте и все это дело людям преподнесут. Скорее всего, об этом будут новости, и в аспектах тоже они будут даны, безусловно, вот, но как бы морально к этому надо готовиться, я так считаю. Вот, сегодня, кстати, в аспектах, возможно, еще один эфир состоится. Следите за анонсами, пока нет у меня точных данных на этот счет. Вот. Ну а завтра утром в это же время я планирую выйти вновь к вам с аспектами республики. И так до конца недели, в оставшиеся еще 2 дня получается. На этом буду прощаться, благодарить вас. Не забудьте про лайк, комментарий и пожертвования, если есть на то возможность. Кстати говоря, кому-то низкий поклон. Сегодня в ходе эфира вот пришла значимая сумма, что можно наблюдать на нашей плашке. Вы делаете очень большую работу, наш невидимый друг. Спасибо. Прямо вот от всей души. Очень вовремя. И это очень ценим мы. Вот когда такие вещи происходят, особенно есть понимание, что работа делается не зря. Увидимся завтра, друзья. Будьте здоровы. Надолго не прощаемся.